عيغنق نوای چهره выход яцбар там многие когда Исаген Гноевский, Салтамурат Биноевский, Байсангур Биноевский, Батуку Памтоевский, когда его принимали, хаючхена, имам дахватушхена, وين بالي ولا حاوي ورسولي ما بقدر على إيش طلع صوباري но он в дальнейшем чавал улучшен со духили лина вначале цана бшхит ваш салат со позисюли район кваш хакмаш ё ишхит ваши штат сильный шли на цо ну в любом случае генца данай не стал дуцигадок башлам садар хаттар ицуца или сцены сайфер гинерсона эхшпату элерқахо тайпан ва الشارع أبورك زين موسمنا تشرب له تاريخ شبات وشوفك إنه تا هيستوري شو قوي صار حقلوش جرجل داتsa. That's there. So царь حقلوش جرجل датс, но и двяхна Бога датс. Абсолютно недостоверная информация. Борщиговы, да, были царскими офицерами, это однозначно, но там это как сегодня, если сегодня считать всех, кто устроился на тот период, уже было огромное количество были в милиции царской, так называемой. По информации, те люди, которые якобы его сдали за 18, из достоверных сахалов, он 4 года скрывался у них. Церга далочхила и цо информации далушхила элла дуцинг. И кило ее охчхена и лэцалуша кундуховса, кровное место было от Кундухова, Хиричунгарер. И они не могли его брать. И один из доносчиков сказал, что кто-то предупреждает заранее и заранее узнает, где будет облава. И нужно всех чеченцев, которые были в этом отряде, направлены для его поимки, нужно было под разными предлогами отправили отдыхать, ну или казарменные очередь, дабовичи и что варианта и на юка ночи болчхена. И сдатвинул шисюли, цюнк Антон Умарин НКВД был дахватин чуга Карина. Каринаха по списку Карбяхнаха, фамилии их не было. Он нашел их по земельным участкам, которые им были даны награды и земельные участки денежного вознаграждения, награды и земельные участки. Земельные участки щелел, шина осгучевал. Царь он зелеман мухла этчеякин тюлан чуах. Уже мог швоч вок махалейц, он я он куяши молниш куяш, далиеш был нах гэгген. Хокмет тяциги куяш бушон ал ишт гуобин цигавину. Зелем сдать вины 18 тысяч. Из-за этого было направлено, чтобы чеченцы между собой всю жизнь дальше, до конца своей жизни оскорбляли, унижали, убивали. Ванюк Абарт мял цахулу. Само собой, это было выгодно. Есть ситуацию. Вымышленный юг квасин башламда, значит, да? Да, это специально, да, стравить тейп штуй. Харачуай, эрснуай, эршбатой, стравить специально, я это мульки царь. На самом деле, во всех документах и винул ханери Зелимхан Харачуевский. А? Старый моцахилла из Винчан, старый хилла. Хилла воку бари, уже мог швоч, сонгшу алдуицка. Абург Зелим, сонгшу бару. Воккала бар, воку сонгшу, но уже вок говорит язи. Ну, лет уже за 50 там хлоцун и бог духе вокку бог. Хасух сан кэнца хлай бог дэгдич. Ну, вок бог, вы понять, муду, хустку ялла говори, за 50 ялла. Уже вок лош мавайцы. Не 30 лет, не 20 лет, то есть не 40 лет ему было, если я не ошибаюсь. Есть ситуация. Багдиш, мне бы без разницы, если бы были бы документы, с документ 1920-13 годы, газетчику и Винчхена Ардов газетчик, как проводилась эта спецоперация. Сега прямо, что не деза хавай страницы, а дождь, что не документ. Там написано, четко написано, информаторы, скобка язын, не чеченцы, не чеченского происхождения. Прямо из газеты, антиатерские ведомости, думают, что, дать Кавказ, что газетчики, не напечатаны. То есть, по идее, выгодно было бы, если и нохчиш дина хари, им сказать и нохчиш дина. Почему? Потому что все время бы это была бы кровоточащая рана. А они в документах пишут, что это не были чеченцы.
кровная месть была, а остальное... Башлам, хадеши олдала отчел хош, так дучлик, дать отчел хош, дучлик, Бог большим датской. Массар дучду ацасун, но документ ка дучик и бог даст. Все, А? Царь Дюйцек ничего делает, Шейлер, да, Дюйцек ничего делает. Просто это фамилия, я говорю, они были царскими офицерами. Это фамилия Борщигова, если я не ошибаюсь. Борщигова. Вот Эхшбатой буквы, да? Да, они из тайпа Эхшбатой, они Борщиговы. Они танки по Гергелу не службуешь, оборзенен, а вот она Гергелу бубар целишь. Хаклуштар. Ищ ситуацию цели, хилик. Но я не могу вам сказать точно поименно хар-хар-оку. Ну, и Эхшбатой сюли бумабагивой на Багдад, тохчи чего. Из Багдад вообще. Вообще Багдад, потому что дочь, да? Не, адугва, хагал вала, Эхшбатой гапла групп вообще сюли штиох сейчас. Алду здесь. Пошла, сюли умабо. Бах сюли узабо, Эхшбатой, тигр хадбахтин буор. Бац, давал, вообще туаур бахтина бац, Эхшбатой. Эхшбатой, эсим, уквай, вообще западной стороны. Галгы шейбу был. Ну, сон интересный, это хаклуш царачани, тейп док модель, разные. Нет, асюот ахаба. Тахум дас нет, все абсолютно. Я хочу вас, асюкир штани бакдуйба, асюй бакдацба. Все, %1,000,000. Если у кого-нибудь из-за дома сулили мулька с олом максимально, там была напечатана книга Мамакаева. Мамакаева, кинчки дадул дедуй. Тигр Эхшбатоша, Шейлер Эхшбатош. Они мне уже, когда я здесь был, встретились со мной. Шейн и Эллик и Язинчана, Тебан, Церкертабан, Арабах. Шейдалу, Далил Далах, Бухбалах, Шейлер Эхшбатош, я бы больше говорил, Мабати, там очень много разных Эхшбатой. То есть они относятся к этому роду даже. Но они говорят, Шехбабан, Кертабан, Арабах, Шейдалу, Балу, Бухбол, Шадуйба, еще ждуйшу, Эльшана, Самдас, Дацадена, Иш, Дайсак, Эстендацат, Адоцик, Мадица, Лиш. Ну, как всегда, Да. Ну, асбама хоку информации. Тхосюли ду алду галвишам. Но галвиш, знаешь почему галвишбах? Там был один Эхшбату, который спустил всех индушей с горной части Окстаклей. И Бузуртанов сдаяшей эфиля. Они не могут от этого отказаться. Почему Хундина Олшуна Сунцар Галвей? Там Эхшбату чу, вахдис шутигалат ништа, цокахазлат ништу, бех муахка бухоки, вахдис ала тигара именно галвай, вахбисин адуцу, лемничка. И посадил их на плоскостные плодородные земли, чтобы у них появились более сильные экономические. Из-за этого вокстагик чо алим дольши авторитетность. Говорит, что ала вахбисин аду, чтобы сейчас и Эллик нухчица халита, само собой он автоматически стал галрой. Галрой Эхшбату сказал галрой другим, чтобы они спустились с гор и поселились на этих землях. Они его послушали, спустились. Нухчичу Аллах сразу пьет, что это нельзя такого допустить. Поэтому мы автоматически стали галрой. Вошла. Так что ситуация штук. Да. Вошла. Там хасный. Да. Там нет вообще, что понять его, чего сыганцев. Вкратце объяснить мне про эти ДНК гаплогруппы. Вообще понять его, что сыганцев. Вкратце. Вкратце, ладно. Чтобы было вкратце, поясню. ДНК, генетика, появились некоторые ученые, если кратко говорить. Это естественная наука. То есть, двух словах. То есть, ДНК не меняется. Хоть пройдет, грубо говоря, 1000 лет, хахиллил ДНК хирюа. Ты можешь назвать себя хоть японцем. Ну, а ДНК сдать, мои исанил ДНК сдать, индукадол тейп ништори, мича ашту хазма хазня автоматически хагуч волк, хабух мичербу. Ты можешь пойти выучить язык через 3 поколения. Масла пояснить то, что в Японии давно прошло 1000 лет, грубо говоря, даже хаберши индук, тиха индуш, будто барик шахилтарлук, но де агорил ДНК юй,
دين أو يو دين كايوز ذات ماينيا ها تو حاجة يتربو حقن بوخا حقيرة نوخشي شو حبة لبو أو نوخشي وعطان غينا بروستا تلفزيون يس يابوني وانير تيجا ويسويسين عاه ديسيات بريدك ويسويسنا إيش تيجر أورمش ها تيجر دو أول حاجة تخسو إتو гоч ДНК ищешь. А вы ногчи кам образовывать я что привет к ДНК основе. То есть это большое количество людей было. Самый большой J2 ду, J1 ду, L3 ду и Q ду. И последнее пятое сейчас уже начало доминировать. Это G2 ду. И что к ситуации. То есть свой год из ДНК... У кого нету из этих 5 ДНК, да? Правильно? Нет. Я тебе сказал большие ветки. Но асбол худу, допустим, вай олк, примерно, чтобы кетит, турквай бувай, тайптувай, турквай. Все считали их, этих турквай, говорили, что турквай ду, шут эбяхкин был, шут энохчи бацуларцан. Хетро. Когда они сдали ДНК-тест, оказалось, во-первых, ногчиш никогда в жизни турквайца ол, хункрвай ол. Цермах, хункермах был. А турквая, туркял олшал, меттара хабюла нашхи гарду из. Иш цен ногчи был, цен нашхай был. И говорит, кто? А бич был, любой техно, а бич был, бятня. А ДНК-тест далой, хинс масала, чтобы было понятно простым. Семья масала баса, семья бердоча, цанующий бершту, укоши берштац. Цу вуды масала бас, примерно. Шие семьярца вещь, шие юкир вещи цевич. Хотя были такие случаи, вещи ищи, там ищи ошвел, нехиль берш, хаквец, халки ляш, шие душ. И что цевич, дисиндол берт эвец, маслац ант эмлочен бер хайвецо. Пускай это будет немец. Цу хайвец эс дас. Ой, адату и магуашту. И халки ой. Проходит 4 колена. 4 колена это 100 лет, чтобы было понятно. То есть любой тейп хайвецко, пускай это будет, допустим, халкило. Через 100 лет это халкило, это чинвешит ихьяно доудолк, дак анбахня. И царь о саду немцу это ихьях висенчу ол, саду халкило висенчу ол. И если они сдадут ДНК-тесты, es nemci DNK testu حاجه يتردو حالكي لوچندو إلات هوندا شوكن DNK тест клиник харю قيت вас бошты ищет понятие юкчун это точная наука нельзя ее обмануть по матери ничего не передается, да? То есть ДНК не определяет национальность. Нет, конечно. Ни одно ДНК не определяет национальность. ДНК определяет только родственность, родство, род. Ханна хабюльбу. Потому что у тебя, допустим, вайгин свой чо-дючбэш, самый крутой не свой, обычно J2 Олсар, самый крутой J2 Ол. Это большая, самая большая ветка, это голова такой масла хавицой. И J2 больше, J2 только у чеченцев? Нет. J2 может быть и японец, может быть и китаец. Может быть, я не знаю, даже американец может быть. Никакой разницы нет. Но в основе своей, когда здесь мы сдаем ДНК тига, материнская ветвь есть отцовская. Но в основе у нас патриархальный строй, мы идем по отцу. А big тест датей, то есть большой тест, он показывает ханана милштейпна хаялю. Милшгар, то есть родственник будет, цуан туай, бил туай, бел туай, шамел вол, ценгергало дол на хагоид. Потому что это мировая база данных. ДНК – это мировая база данных. И кто бы в этом мире не сдал, допустим, у нас есть ножку, у которого буквально 5000 лет тому назад общий предок викинги. Который показывает, что есть викинги, которые произошли. У чеченцев есть эта ветка, и есть у викингов эта ветка. Чего редкий дуй. Во всем мире чего редкий ложь дуй. Но ногчищук, аха, нашхвай больше, и гойчтука ветка. То есть и такие вещи. Там генетика – это очень интересная вещь. И некоторые говорят, что оно меняется, но ДНК не меняется. Мутация происходит, но ДНК не меняется. По крайней мере, Клёсов так говорит.
кто занимается этим. Ну, ДНК, есть большие проблемы. Сухайшуй? Раз. Ну, в ДНК есть тоже большие проблемы. Эти проблемы заключаются в том, что некоторые статьи, когда ты читаешь, по ДНК написано, что если сдать 4 самым крутым ДНК-тестам свои данные, то они каждый может показать разные места. То есть есть какие-то ДНК-тесты, которые фальшивят, а есть, которые настоящие, хорошие. Российский шанс есть, поэтому все чеченские базы ДНК его делают в Скандинавии. То есть в Дании, в Норвегии, в скандинавских странах делают. Российским не доверяют. И американским не доверяют. Скандинавии сдают. И что такое? ДНК бок. Хахайдех хавелу я вас говорит ДНК. Мадердич. هات ايات ولاح يوالين ولاح خدق اشتحقوا يتقصوا شادك ما درديش يعضق Башлан, вы Хата ждут. самые старые башни зафиксированы. Какого года? Харачевская, 5 век. Харачевский, 5 век. Да, 5 век-9 век. Башня, да? Башенный комплекс, да, который был обнаружен и который зафиксировали археологи. Ее сейчас нету, само собой. С тех пор строите Ашкалюк, Иши? Да, с 5 века, да. Наша башня самая древняя, это 5 век. И перестали наши строить эти башни 16-17 века, когда появился уже порох, когда начали с пушек. Можно было, уже бесполезно было их использовать в Вайчар, Сацина. А соседи строили, ну, поскольку не воевали, их не обстреливали, они строили. А самый старый Мяждик. И что? Макажа. 9 век. Какого года? 9 век, а Мяждик дорогой, дарили Гамнашка. Да, Макажоевская мечеть считается официально 9 века. Это первое проникновение ислама на территорию восточной части нашей родины. Чеберлаймахк. Ауховцы и чеберлоевцы – это одни из первых тейпов, которые приняли ислам. Кстати, чеберлоевцы были первые, кто пострадал от шариата во время имама Шамиля. Они были противниками шариатского правления, но из-за этого, как говорится, ищут ситуацию. Первая мечеть 9 век. Башня 5 век. Масальнахил. Самые лучшие мастера башенных комплексов у нас жили в западной части, в Галанчорском районе. Это тейпы Баулай, Мелхи, Тирвай, Майстой. Одни из самых лучших строителей башен. Об этом всем мы пишем, печатаем, видеоролики делаем на нашем канале в Инстаграме. Можете найти там информацию об этом. Документы, ссылки. Греки так что помогали, там, это неправда все, да? Да нет, это ерунда, конечно, какие греки. Никакие греки нам не помогали. Здесь был шелковый путь, вот от них некоторые говорят про мифологию. Там, и ну, то, что нам греки помогали, нету такого. Конечно же, кто-то приходил, кто-то оставался. Некоторые говорят, что даже были в Галанчорском районе представители Тевтонского ордена, то есть это со времен крестовых походов в Иерусалим. Вы можете не знать, но это чуть-чуть другая история, европейская. Был некий Тевтонский орден, кто не знает, а может кто-то знает, смотрел фильмы «Иллюминаты», да? Там их тоже очень сильно масоны, иллюминаты их показывают. Вот одни из их предков и основателями всех их являются Тевтонский орден. Когда их в Европе разбили, начали убивать, преследовать, особенно французские династии, испанские династии начали. Говорят, что часть их пришла в Чечню, и здесь они получили убежище. Но построили храм неподалеку от Галанчорского озера, то есть есть гора, где указывается прямо этот храм. И этот храм, уходили на него с 4 сторон. Восток, север, запад в этом храме. Само собой, у них были деньги, и от них остались остатки. То есть вот этот
лист в виде лилий, который находится сегодня в Галанчевском районе, петроглифы в виде лилий, говорят, что они именно принесли, и этот символ сохранился от них. Но они начали, после того, как начали здесь жить, говорят, что они начали немножко вести себя вульгарно с нашими женщинами. И представители Ахмер, потомки Ахмерза и других чеченских Тирвай, Мелхи, ну, те, которые там в Галанче уже ближе всего, они пришли и камни на камни не оставили, полностью поубивали их, разрушили храм. Те, которые были более лояльные и тихие, небольшие куски растворились среди нашего народа, остальных вырезали просто-напросто. Есть вот такая вот подтвержденная информация. Вышло. Но опять же, это, да. Хадица. Но опять же, чтобы вы понимали, эта информация, это все само собой переходящее, это полевой материал из уста в уста от наших отцов, предков, и вам об этом могут рассказать, если у вас есть старейшины из Ирва тейпа или Ахки тейпа, или там остальные тейпы, которые, или Нашвай тейпа, они вам могут рассказать и показать. Даже, я думаю, что Яхья Хизер Уивейн, схватил аргунский заповедник, директор, он тоже вам может это место показать. Многие знают, где это находится. Пятый век, это первый башенный комплекс ИР, это примерно вот это время мы с Урарту это переселиться в Денханью. Почему именно 5 век? Нет, ну поясню тебе. Смотри, конечно, ну, во-первых, не с Урарту, Урарту это до нашей эры, а это 5 век нашей эры. Это времена аланское правление, когда находится. Когда уже на плоскостных предгорной территории уже есть Аланское царство. Но, опять же, мы говорим, это времена, когда использовались луки, стрелы. Для этих времен эти башенные комплексы, они были недосягаемы и были очень хорошей защитой. То есть, если у тебя есть башенный комплекс во время нападения или есть сигнальная система, которая предупреждала заранее, чтобы готовиться, это все было очень нужно и необходимо. Если сигнальные башни еще могли пригодиться как-то в данный период, там, допустим, они есть по целому ряду Аргунского ущелья, я на видео у себя в Ютубе загрузил, показывал прямо полностью, что сигнал ушел, указанный, чтобы гейты экашли, ярче цели, то, что сигнальная башнишка, кайхам бяшхлаца, чубош, бушун таман кяш буоль. Азудри беши кварги дадвохшила, лямниш далечошхила, абуаш наха соуцасовци, до конца чуя чехалык бяшхила. Иште сигнальная система. صحت ده مجادله. Да. Куй из... Собор дела, Хасан. Собор дела, последний отвечу. 5 век указывает, узнали 5-9 век по ДНК-анализам, то есть углеродные анализы, они показали ориентировочную дату постройку этого башенного комплекса 5-9 века. Иштиятирим. Это время с 1 по 14 века, это время Аланского царства. Ну, там был и Хазарский каганат, но они были всего лишь 300 лет. Но в основе своем Аланское царство. Все, совели хонжаптер. Башла, ушурма шейх Мансур, ушурма хубордуцун, цаю худу хубордус. Цаю нохчи, цаю ушурм. Шабазкан, ушурм хлоп, нохчи, цаю ушурм. А шейх Мансур это титул. Юде, ушурм мою нохчи, цаю. Яцдер, Мансур, титул мою. Турецкий, арабский титул, мой шейх Мансур, это ученый и званием мою шейх. Это ученая степень, звание. Мансур непобедимый, это тоже не имя. Это вейчар цуна хая стран тюршоц, шейх Мансур олетил. А на самом деле его имя Ушурма. Отца его звали Шабаз и Юцунце. Ушурм Юцунце. Все, да, там был китянса. Все, и что? Вышла Хазарский. Как она, Айрацуна хватит, и там еще. Да. Самый нелюбимый период. Юсей жуктица безаритер. С 6 по 9 век
во главе, сейчас многие могут не согласиться, конечно, ну, вообще считается по официальному, во главе стояли евреи, а воины и все остальные были тюркские племена. Вот. Они победили Алан, столица у них была на Волге, где область Астрахани и других вдоль Волги, Цигах-Люцер столиц. Они владели от Каспийского моря до Черного моря всем вот этим, это плоскостными территориями. Это кочевое племя считалось в свое время. Кочевые племена состояли в хазарском каганате. Вот. До цац бош войниш бу Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Цац есть на... Собор дела ушается. Этот период 300 лет они воевали, они победили Аланское царство, и Аланское царство, само собой, в которое входили Нохчи, обязались ему, должны были выставлять, если у хазарский каганат будет воевать с кем-то, то Нохчи, имеется в виду представители нашего народа, в том числе Аланского царства, должны были выставить до 20 тысяч воинов. Само собой, хазарский каганат воевал с арабскими завоевателями, то есть во времена Умар бин Хаттаба, и, к сожалению, мы были на стороне не наших братьев-мусульман, а на стороне хазарского каганата, потому что договор нужно было. Ну, в конце концов, переменчивые были войны, побеждали в некоторых местах они, в некоторых местах побеждали арабы. В конце концов, когда уже в конце концов, они захватили в плен царя хазарского каганата. Он поклялся, что не будет противостоять, чтобы в хазарском каганате принимали ислам. Некоторые пишут, что он сам принял ислам под страхом. Он сказал, что он специально обманул, чтобы его там оставили в живых. Ну, короче, под давлением, потом в дальнейшем оно было уничтожено и племенами. Русские говорят, что это непосредственно благодаря им, другие другое говорят. То факт, что оно через 300 лет перестало существовать, его уничтожили. Аланское царство существовало, но потом уже пришли более злейшие враги, войны. Это были монголы. Это был 1221-1222 Субиде и Джабе. Они эти территории завоевали, аланы тоже им проиграли, и Золотая Орда стала управлять равнинными территориями, которые некогда были нашими, то есть во главе с Тахтамышем. И то же самое заключили договор с аланами, мы были на стороне Тахтамыша, пришел после них уже, и Аланское царство существовало, там год один раз они должны были давать ясак. Это речь не идет о Дзурджукете. Дзурджукете и Кистете – это горная область, они не входили в состав и дань никому не давали. По крайней мере, нет таких документов. Потом пришел Тамерлан, это уже было татаро-монгольская ига. Шиедемери Тахтамыша уничтожили, это 500-тысячное войско, 250 с одной стороны. Некоторые говорят, что у Тамерлана было 200 тысяч, а у Тахтамыша было 300 тысяч. Но Тахтамыш проиграл эту войну. Его убили, всех его союзников, начиная с земель адыгов, уничтожая, он дошел до ставки столицы, где находилась, это Маас или Магас его называют. Ученые Виноградов и другие более достойные советские ученые указывают, что эта столица находилась, где находится Нохчи Алгани, отмечаю Хайшон. Гермоловка Олар, Цунадола, Хагут, Яйл, Меткери, Сюальжан, Улля. Хаски пост юксигаляч. Хайш душу? Хешду, Нохчи Алгани, Нохая, Гюбакингита, уже Ласка Алгани. Ну вот, Иракская Алганюртю, Чаха, столица, Хилатига, ставка, Хилатюн, Скаперу с Пятигорский, Асадяна, Алду Тамерлану, Адыкши, Черсиши, это Церь, Галниши, Ухайн. Юа Оча и Аланский царство, Йохаларитер, Церь, Хумш, Бауниш, Хумш, Оча, Окей, и Нохчи Алганюртю, Чикачей, Иракская Алганюртю, Чикачей, Сигада, Хуатина, Уэя, само собой, мы были частью Аланского царства, каждый день это ханшошка лагар агухинс. Таван поляш тук мартан те алганюрта хукмет те поляш кыла вайт юрмет кши поляш юхинс. Халхатига поляш кыла ясига ханшкыла. Ламниште халкатчос масана ханшкылыш.
в основе своей в 19 веке эти места начали вырубать и сделали их полями. А до этого там были леса. Непроходимые леса были. Федеральный трасс, и они нападали. И в одном из нападений... Да, соц вошон ваша задать тона. И так нам что соц шон ваши, да, вы чувствуете. Эти хацу цар цац больше цундук вишвол полководец бахцар Тамерлане у кара цунут сварбахе. Ночиша и партизанский амбиашан виной. Эти хатамерлан с дуйбина оба ою хакар хуюца шо дел вош волнеха ши дюня на дойштол эскерен телет он зашел с двух ущелий, Аргунское и Асиновское ущелье, Эчин ущелье, хочу хавена, эцелемнишка, хочу, байниш, жима, вокка, зуда, стег, бэш, чебеш, юхас, байниш, это оча, шют, гулани, иштхавокчена. Эцметтяха 15-20% нохчиша, нашхак, эльбөл, нашхад, алеучин, и нохчи тейпнаш. Es nashkhar tsundere nan nashkha alre es nashkhar yunia nochchi qam diba dibin dais derjin dolder ishte ha estamirlana ishkeri oshto metik sholani wawesin eru au khiyosh etto au qidabel shar mahkich ebla mahbolsha sülish waat ishleish bin shin dabig dawana qisht короче ishtkhali ситуация тигай и халдухон если коротко. Ну, там есть еще рассказ Аздин Вазара, Гаюрхан Хилари, Гаюрхан Милштейпан, уй, Кацюнг Анту, предатви наши, да, из Тамерлан Агуа, Лари и Тамерлан Агуа, Аллаху, Бусул Бхалан Асун Шальти, Ли. То есть есть такие вещи, но это уже другая история. И что то есть до того война Шхачи, Вайтейп, наш Сахилых, я правильно понял? Ну, вообще считается, что формирование тейпов чеченских... Формирование чеченских тейпов считается с X века, а Тамерлан был в XIV веке. Сахатер басама, хатер, и Хармилуар Тамерлан, Таболчар, исламский лев, и Амир правоверный. Исламский, вообще, и Бусолба Хилватсол, и Бусолба Хилватсол, сын этого еврея какой-то, там Самаркандер, Хавиан, его специально в Ватикан прислал Рзоту, Эрда, Гартахта, мышцу, Бусолбдин, и Вебайтан, специально. Первый план Ихилацер, а потом, да, он весь Кавказ там еще уничтожить для кого-то, не знаю. Вот, Ихила. Это Алнир Талят, Джим Сихвелерсо, Тига Алхан Гал, и он вождь. Алхан Гал, Бакинки Талят, Чек, Алхан Юртион. Алхан Гал, юпас вещи, Ермолов, Кошекери, Лакай, и юпас вещи. Алхан Гал, а Ермолов, это была станция Ермоловская. Es laqaril частью мелни гюцасун шаш хажан бураш лақарни гюшунас. Алхан Гал. Сигах люксталица. Основати детали. Как-то мы бусол крыла, бусол деньяцу, а уже бусол царил мабона брату, хотя он некоторые говорят, что он был лев ислама, да. Субейный, шабеш бусол нешмух. Наконец-то он попал в Турцию и повесил этого, как его, турецкого, уже султана. По всем официальным версиям Тамерлан был амиром, был мусульманином. Другой версии, это уже, как мы говорим, это то же самое. Есть сейчас некоторые историки, которые говорят, что Чингисхан на самом деле был не монголом, а белым европейцем. Это из этого ряда. Похоронен он в Самарканде. Там все аяты, все документы, письмена, документально все подтверждено. Он был мусульманином. Он не мог быть ханом. Он не был прямым потомком Чингисхана. А Тахтамыш был прямым потомком Чингисхана. Тамерлан по национальности... Улубек, все знают Улубека. Да, конечно. Вот внук этого Узбекхан, Амиру Бочини.
и Ханука, да, здесь, халят, ну. И уже Сунцахан, там может он Хануку отмечал, может он принял ислам, не принял, это я не знаю, но сам Тамерлан, он идет как исламский амир и предводитель. Там нету никаких заговоров, смудов. У нас же есть те люди, которые говорят, что якобы имам Шамиль еврей халатин печать генишу был запись хазхрюкшу масана. Ну, это тоже недостоверно. Почему? Потому что на самом деле эта печать не была еврейской, евреи ее себе приписали. Это звезда Давида, как называемая, это был когда-то символом и у мусульман тоже. Но евреи к себе его приписали, и теперь он стал еврейским. На самом деле, вот эта звезда Давида не была символом. Как и на сегодняшний день звезда, полумесяц и звезда не является символом мусульман. Это пришло только от Османской Турции. Это они сделали его символом. Оно не было символом при Умаре бин Хаттабе, оно не было символом при нашем любимом пророке, саллаху алейхи. Символом ислама полумесяц и звезда стали уже более поздний период. 18-19 века уж только в этот период. Он носичу, ну я хакан шавек, сдаван, турецкий султан над Босфором, железной клетки, малый вот ты там что. Ну, это султане. Ну, еще вообще по сути своей турки, сельджуки, они были очень изнахвуш. Ташкуш, ок изнахвуш, ташбеш войцен, келобогетлуш, ташбеш нохчи. Войбусул турки. Тамерлан, Мадиней, Тамерлан, смогли тани пача. Тамерлан, армия Тамерлана как же называлась? Татаро-монгольская. А все татары и тюркоманы, они считают себя одним единым народом. Тамерлан был из узбеков, нынешней, если скажем мы, сегодняшней нациями, он был узбеком. Бейзет, он. Тамерлан был узбеком, танял национальностью, он был узбеком. И похоронен он сегодня. Хотя узбеков тогда не было, да? Да, не, я это говорю по сегодняшней мерке. Башлам, насчет Тимурлана, по всей видимости, он якобы был мусульманином, но почему-то не с одним христианским или не мусульманским народами он не воевал. Воевал. Я могу тебе напомнить, с кем он воевал. Не, что я хочу сказать насчет, он ездил в Иран, там поклонялся шиитскому какому-то, есть и такая, даже документы говорят, что есть, что он к шиитам больше относился, чем к суннитам. Вот это, что он поклонялся, что я таких документов в нашел, и я знаю одно. Он нагнул персов, он вырезал персов. Из христиан он полностью и армян, и грузин, они были в то время уже христианами, и их уничтожил, те их церкви сжигал. Так что после Кавказа завоевания он хотел повторить и восстановить империю, как при Чингисхане он хотел, потому что самая могущественная империя во всем мире была только Чингисхана. Он хотел это повторить. И когда как раз-таки он шел для завоевания повторно Китая и Индии, он умер. В 1405 или 406 году. Так он и сдох. И Тамерлан, он знаменитый его астролог. В честь него названа звезда Улугбек. И еврейский праздник, Ну, и это уже впоследствии вполне может быть, я не могу вам сказать. Мне, честно сказать, кем он был, не до фонаря. Мне важно, что он сделал здесь и какие последствия были для нас от него. Это меня волнует. Для меня он не является ни героем, ни амиром, хоть он 10 раз мусульманин. Если он... Мама целуешь, контуш, и бусол нахилот, что аж ногти, бусол ногти, что аж пришел к тому, чтобы просто вырезать до грани физического уничтожения он довел нас. Ну, это уже не Тамерлан был, Ваша, ты путаешь. Это знаешь, когда было? Это когда пришли монголы, Дар Адуиштолхан. Это разные нашествия. То, что ты говоришь...
еще разный период, что он вошел. Это было в 13 веке, 7 государств, я говорю, это 13 век был. А Тамерлан пришел к концу 14 века. Но Цухайна, ой, бусул, в 1395 году на Тамерлан, Цухайна, свой Симсим, Волокайна. Сим Халакина изначально в начале 13 века, в 1221 Сим государство, или Гюмсиол, Эцметтяха, Цунгуабар, Монгол, Штар, Ихи отравить, дар предательство, описано Йошмой. Мы просто путаем с датами, немножко путаем. Остатки Симсимского государства уничтожил Тамерлан. Но и то, Тамерлан, Бусул был ногчи Адбичбар, Кирст был ногчи Халлак Пяшбар, Бошин Цацтюниш Дийц была партия. Ну, наоборот, Бусул Мишвен. Сунбе давается любой человек, который сопротивляется, так тому, что не был мусульманином, был, конечно. Золотая Орда была мусульманским государством. Там речь не об этом. Тимурин Сенгер Орш, хум хазяин башлам. Тимурин Сенгер Орш, хум хазяин. Сахаз баша. Астав Тимур Орш. Нохчиш. И Сенгер яхан хлопцы специально нохчит или чар набегшеш. Чубисан, танковый ров моя, Степан. И Тимурин Сенгер, где-то говорит, там есть где-то там какие-то останки этого Сенгера. Ты чубишь и носик энти, халка им был, адиган был, дверь шнатишь, халка им чулка. Сэр налет чешл. Иначе они там с голоду подохли бы все. И теперь гол шик. И Сенгер я халу галатян. Сам алешун. И Тамерлан кузахилил период эри. Издукхан ячуни, вен кузхави анда хватин окагал нишини айн вачун. Это все было в промежутке короткого времени. Он долго здесь не оставался. 10 лет было примерно куда? А? 10 лет было куда? Дело ваше у меня яцун, это легко яцун. Цу дадерзенек шадига, цу Пятигорская ставка Холотина, он 2 раза сюда дают савош. Цому Пятигорская ставка, но Майкоп Иол Ауэри, Цигара, Черси, Хилил Гални Шери, они же входили, частично входили в состав Аланского царства. Чьен Гоцедина Тахтамышина, осталяться, а Тахтамышу и первую завоевать Дина, через договор заключить. Иш Оч, Иш Ягяш, Юхяш, столица Хакача, и столица, в общем, истинил Алганюртери, Лакар, Шир Алганюртери, не Келник, а Шир Нигери, Цигах Магас Хилан Хункерина на глубине 5 метров, еще в советские времена, кувшин череп, корень именно аланского периода, эскваргун, царь, устаюсь. Да я помню эти раскопки. А? Помню эти раскопки. Мегерду, ищ ситуацию. Где? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانا وانا يقدر على جو كتندو مسألة وانا الشمال حقيقة حتى الدوسة. تانا رجع شو قيدون لول غاش سبيتن خلي برت خلا وياسي باش. أما ألرا سونا بريمير لبدرجان تسخيت الشمال هون ألجا مخوان خلي لكروان وي سيرقادونا لخر إتشرادو عينا وإتاس همون متعوشة كيكتعين سغل شئش سيرد عليو اللي تروتي خاسونا كيكتعين أسميلو تعينا أنا اسمها إذا خاطرم إذا استعجم كمنتارين خاطر لهم بشلام مجن إيش حالدو هينسا أمانات بوشدول هما شنو دوزر شو شهديش نادوش образование شو شنادو صايت أنا خدمات بيت أهم شو أمانات بوشدول هما تيش من لوش مدي أمانات مثلا سأزلكم يشتنور ديرش تعلوش شيء كانت أمانات هون بيتنخل مودود سعر يتنادق على هوردهم بشلا يدق سخاطر Цигага хадюждек, ас официально дек олола, неофициально дек шуншейн дек холкардосуна, то что официально цигага
он был поставлен в затрудненную ситуацию Элдутига. И он не мог никак выбраться из этой ситуации, и русские не отпускали, не верили ни одному слову Шамилюба. И только то, что могло бы заставить его, чем гордятся все кавказцы, то есть их дети. На тот период это был общий принцип. Как получение золота и доказательство отрубленная голова, то есть асвина хокка, найб нужно было отрубить голову и принести. Это было единственным доказательством. И точно так же имам Шамиль Саадулу Гихинскому приказал, что до Калсек Малсек Горисер, ему отрубить голову и принести из указаний Шамилю Лушхла. Как было доказательство отрубания головы, точно так же доказательством того, что он сдержит свое слово, кодекс чести или неписанный кодекс, было на тот период брать аманаты детей, прямых или родственных. И у Шамиль точно так же был поставлен перед условием, чтобы выдать аманаты своего сына, своего племянника и так далее. Официально говорят так. Потому что после того, как он это сделал, были захвачены грузинские царевна, княгиня Ер захвачена, вы знаете, да? Где он пытался вызволить своего сына и попросил еще взамен, чтобы вернули сына, и попросил на тот период 1 миллион серебром для Шамилю и Шмехтикшу. Здесь говорится, что эта традиция была еще со времен даже Ермолова. Это намного раньше началось, чем даже во время имама Шамиля. Одна из версий только такая официально, что потому что не верили Шамилю, они не верили никому кавказцу, но они знали, что именно честь и гордость идет по мужской линии, и брали в аманаты в основе своей только мужчин. И что официальная версия. Неофициальный гейцам вышло. Неофициальный, а шейцы что из рису неофициальный. Неофициальный. Сабделыш. Юка дилна, его союзни сакитер тедона. Юка дилна кухилла сердона, елер баг дайса хаттер. Юка дилна кудар сер тиешгита, тиешгита. Сейчас Бог тут ирвала и амнат вирвал. Таю чулокта. Башлами алитани. Вот как раз таки, если любое соглашение, которое было заключено между российской царской армией и имамом Шамилем, они обязались и после этого имели право убить его в качестве назидания или крестить его насильственно, и он оставался рабом пожизненно, что считалось большим позором. Потому что отец, который не может отвечать за своих там целый ряд этических норм, культурных норм, а если ты говоришь конкретно, за что он дал их аманаты, и сейчас я тебе точно не скажу, потому что было много случаев, когда ему сказали, чтобы он дал аманатов своих детей. Этого не помню, а он точно именно за что его взяли, и аманат, за какой конкретный случай, сейчас тебе так сразу сказать не могу. Но это так, сауман те асасам бьевает так. وقيتم أمانات كانهم نفسية شيء تعزلوا قدون يقولوش مثلا هم تعقلزات بإنسان تقول إدون لبوم سلوشي يتان متأخر وقال يهق نعزدات دير دوال يهق نعدونا دونا كهرعي عريشون قال سعنهم تعقلزات بإنسان بأمانات دويل دويهم إبالي سندات единственный худу сега и волара и аманат волара ки допустим и аманат асикан тло кидат он бир бацэл я кидат элитер баца соглашение что заключить я что контракт и контракт нарушить ее после этого эти дети сундер могут царский российский офицерский до генеральский школушка одеша деш могут имам Шамиля беж. Они служили в царской России, они воевали против Турции. Потом перешли на турецкую сторону и воевали против России. И теперь что он теперь нормально темерон цугайна. Это практиковалось, и это практиковалось не только, да, в Турции по отношению с этим, конечно, туркшам сразу вышел.
Dela jo poplavokshim khilla ishtiga hokka masanalar. Ela yolş yeroni poplavoksh boşa yeroni dela. Lösi homs duk daron se. Çoğduk daron. On that's what that. Sunder bo baytin batsi naskar bo khin bol nokchi qomani. I hund bo baytin unato. Merkel da hund yakitini unato. Merkel şu da hund yakitini unato. İmam Şamil. Двои власти шиенце есть. Вала ша цахилвиз. Шик элг ша имаму ша беш кибер ша бай аттин келахил бизе. Губаш хундви. Ша бай Başla. Nokşi hund bay ilbo. Bay atsadina erdin madu. Başla. Ha. Присяг иецера моцл за хай китамси Haytiyşerci motsuldona garantiyolş erdoy motsuldona uveren roatsu etskiler tsigeler Присяг. После того пленить Винчук отсущадал Киев подписать Динал официально должен штук Киев. Это Россия не скрывает. Валеро кач до декум бахчне денда и присяг этсадон не то что он церше элемна хадис рядом дал гештел алат сеюш халмахолида. Ой, вошат күні имам Шамилі до эфиопский керс дин долчун Мариян хач аудуз дейсмон я. Çünkü yok kers dini dolce do aj kers çünkü Mariyan. Hiç ya vay nokçi çat ambel so yazin статья бана о опровергнутиях. Мой отец, мой дедушка говорил, мой прадедушка говорил, если кто-то украдет коня в Дагестане, ищите его в Чечне. Если пропадет уняда, ищите, то есть войнок чуть-чуть, он бьет чхена, то ел интервью, новая газета юнацоне, ой страницы, а юшун цинсурта, душун чупасин, чакерст, аж арбочун Марияна и сутел де, короче, ше де дас олар, хумлачини, жюль галели, шей хум ейн хланок чуть-чуть, Аллах царь деш душуня. То есть сюли, молли, ош хаздацац, огнал цанбел, дахитин, а ше до вуни нок чуть-чуть, цигабин бол туам нисбяш, бол ше елцун интервью. Ешиши, эти ёж поняли, инца. Теха Лилио Чхавиен Волдона, у моего прадеда он хунадин лошади чеченцы украли в Аркту. Ну и бабая. Воровали, воровали. И статья, и Кучуак кулинятини ела. Кыца амадер башла. Кайдер давлоша сенса ду кайца доша шла доша юса. Дагестан Ластчка Караяна сигарет Хавиен мой масала ночичу. А в течение 20 лет минимум лоркоя из Дагестана Ласки Айдаллатча хилю. Почти шинкирна герк ал непбеша ночичу адон проигратина ал непбеша из гуни бе дабана ишма الله بحن هدر بتجع حدود بغر بحن حدود دون تيجي دون ريجرات تيجي ريت وتيجي وقدون هند أنا بحن أصير دون يرد دون عشتوا يرجع إذا دحرة تشملي أوشيري يرتيور تواناي تيور تاعها مدر ديش تعتبر إستوريكش تيجي حق سيسولش إتسلعت بخي ورتعت إتسلعت No hakare I botdeg duchet I bach. I tun ruch priukreisterisch dotje zu oil hier hok jur taset meger dat bundat atje raskish buba halat akhirdu sona weid hasalat tat emwashe dawa liqmetik strategiski важныметик yes taqtawana igudi biba ishini urtwana etshini urtamolsna yani outschreiben lelin erdo und Sheikhena Imam Shamilo noch Gerzabiat in Dabana I полностью haltessettiga melbol sülü und kelbülbol Imam Shamil Üç rastisch kelbara Yok noch üç bay üç grabit diye way bay atin way yuni İmam Hatip bahkals Allah noch üç nakazat babaten noch üç şabes nakazat Видел? И плюс царь ханской династии И ханские династии уничтожены, а еще шейлай амаш ёлша бутига цацбеш. Илай амаш хилари терра и балигур. Он Дагестан шавик и вие шумя чуо. Дерваце. Ватсе.
именно ханские династии, Тергельга нахари, барик хаваги шуацу. А вот Кьячара, Дукабучара и Тацунги Бала, Андон Бала, это раз имам Шаминин, ночью сан улихва, да, бомбина. И статья я зимодусу асбаму, отцу ауриош кайгерату актуие, молвош вала яхта тир верзин вахти лал явия. Имам Шамилу هذا أخو الجحا سنغول استودت إباح بيش برشت إتسبيحكين على لازم دوسيا شهاداتي сочки тесом бина. А из завоевания этой части Дагестана произошло благодаря чеченцам и чеченским воинам, которых туда направил имам Шамиль для покорности, чтобы они покорили. Франция аж усода, Франция вот ночью малу басхан бош. Это басхан ухает, кайч камниш квазут берет алушта. Мария. Дал Маршал Дуэльсон. И басхан шаван велер пьечун. Это ахен, да, вот что YouTube, что кишу бусу кричали, добавить безбор, сан махбеш, ашух. Дала. Я тут и я-то что. Короче, Ему я говорю, правительство было, бывшая прокуратура. Башла. Я больше сразу требую того. Башла. Сур, сванш, цирки, видео. يوزا ويخيل سامخينا ويخيل بقول ويدايش أورشة إيش كرس ديتة لا تسجرج مخكع بيسن شاش جرج دبوش بقولش ويت إيدوش ويلدين كايوش ويداش خيل بقولش ويزدش نكش بقولش خنا ويسن ويزدش نكش خلا بقولش Может, когда мы кардинально отделимся, может, ему будет. Увы, была сумга с большим бяхом было сейчас приятно. Мне не было чашу. Так. Добавлял. Айса Аль-Кавказ принял, Амад принял, всех принял. Ченхо тоже принял. Але еще хагул деласа дук лехт ячун эфир везри. Вей уже трафик, уже даю шушун цажим биханца иснаху шехатар сразу дишь естественно. Джатан, это дук эфир ял вариант яцер, к сожалению. Окер цавош уэ Рустам бош, Мартан Ирбено. Это очень дерез хил авардун, рашецу зайни велашен цажимоц. Поддержки ляру. Там эфир ич алиш тадакал тадак судерез хил эдос дерез хил бено и борз Мартан Ирцу поддержать канал донатить на там эфир я ищу любой. Дерез масарно. Амин дерез. لدوش توش أوشتك حال وزري كيجم أبني شو أغنشتك حال لدوش دقل لدو حماح وشون كلهم دي تاس لدو دوشونا أش أدوشتك تاين كي جينا تسكينا صعد وشو صعد ده кажется вот مسيت تايب دي سنة أوف جرجيخل مسيت تايب سيجاد وزري حوصلة تقي مسيت أسئلة داشونا أستوشنا أوشو ويتسا ويبقشنا عديتسا دوشنا دينكا تيرميتسا ويديشنش ديسناش بيشون 100% ويتأخلر тушины, бацбейцы, сваны, хивсуры, шавы и моховцы. Üç bukmuş. Все. Масит твой эльдат 100%. А с панки себе что бючу. Панки себе жинца бу ночи. Просто. Ну, كيف قوات قابا قربنش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشلام. وعليكم السلام. استمرنا على الورس مثلا أقولك بكواس تنبيع واحد. إذا академик Хайрулаев, узбекский академик, в советское время от Суязин до Киншк, Тамерлана Галеца, от Хазара Шахляца, то есть вообще большая у него большой рассказ. Вот про Улугбека он описывает. Улугбека просвещенный от наук, Ирхел Багач, был ученым. Улугбек
он же открыл в мире первую, он открыл обсерваторию космическую от Самарканда, Айол остатки это. И вот эти духовенства, так как он отклоняется от шариата и занимается науками непозволительными, они его приговорили и казнили за это, то есть за его научную деятельность. Тамерлан дух бусолнахам халак бинирцу почалхш бусолнага. Ну ша бусол хавубош лилш мавари в любом случае. Айова от хайрулаевас я зинду хазараш бас хазараш алят, что непосредственно и сами хазары, и верхушка хазаров, они были тюрками, а вот духовенство, которые купцы, духовенство, они были иудеями, и они приняли иудаизм. Но шажукти хилбас ба иштязин доход с хайрулаевас. Там некоторые говорят, что другие говорят, что духовенство, но сами евреи говорят, что управленцами и руководителями, что были они. Ну, сейчас кому можно поверить? Я до сих пор не... Я говорю об источниках, да, сейчас разные мнения об этом есть. Евреи свою это, линию гнут, там, другие, но вот Хайрулаев описывает ситуацию, что именно непосредственно руководство было тюркским, которое приняло иудаизм и управляло. Они были по крови не евреями, а по религии. Они религию приняли. Вот о чем там идет речь. Вполне может быть. Обычно они-то этим... Валикум ассалам. И момент, чую, Нильсон насчет аманата, причин хуярца габу, что это в 1939 году, когда Грабби капитулирует свою ахульгою и оцепить Чайнаха. Первое, принять подданство Российской империи. Второе, дать обещание не выступать с оружием против государя. И Шамиль должен выдать качество гарантии своего Джамалдина сына или Лецега. И под давлением, как бы, Ади царя Шамиль пытался отклонить требования побеждать, но под давлением соратников он отдал своего сына Ахульгахал вариант. Именно Джамалдин давал дари. Джамалдин давал метик и Ахульгаю. Я там вообще мы говорим об институте этого аманатства. Оно было еще во времена Ермола Учхайнахалай. Ну, это давно, да, давно аманат. Вот сам аманат – это же религиозный термин, что означает доверие по исламу. Да. То есть, если я, условно говоря, тебе даю аманат, а ты его принимаешь, либо я доверяю вещь, либо жизнь, либо секрет какой-то, ты его принимаешь, и это становится между тобой, мной и Аллахом. Ну, еще в исламе есть такое, еще в исламе этот термин используется так, как если ты мне, Иса, рассказываешь какой-то момент, и ты оглядываешься по сторонам, я уже должен понимать, даже если ты слово не сказал, если ты опасаешься, что кто-то третий услышит, я должен уже понимать, что это аманат. Я не имею права рассказывать другим. Рассказывать, да, это термины. Короче, цикафаншин, вариант да, сюда, мот бят цикафаншец, дар келц, стан метик бич да, что смотрите, хумшу. Ассаламу алейкум. Аслам. ويا محبتنا خلما دوش دات أمانة حونا سونا يقين يكسن ويشن قمي الخلي نعم نيا بذات إن أزوجوت ير أمانة لو عمد عالق نيس دو تنوغش بشلام زابريش إزدناز سندليش تعقيتنا زابريش ولا لا تقاكي. У нас понимание, мы говорим о неразглашении аскимот. Аманат, динях, аха аса вайшим амял дини, и вайши нюки
أمانة دحون ألا حون سون دقاچوي غوشي دقاچو ليش حال داتز أمانة ويش نوقي خلق أميال уже أمانة то أحسوك цехатна. Если ты у меня не спрашиваешь, могу ли я сказать то, что между нами было, أحسوك хаттен да из أمانة خلصو. Тunda на أمانة болга из хазнея Александра один из признаков лицемерия выводит абсолютно, да, за все рамки ислама тебя выводит то, что если между нами вот башлами сайхулка АМЖ алей духой, пойшинуки амел хилла, если он у меня не спросил, можно ли я скажу то, что между нами было, это просто не обязательно мне ему говорить, что это между нами было аманат, не разглашение. Да, еще одно уточнение, это не куфр, чтобы люди опять же понимали, вот из ислама, это не куфр. Хадис Пейгамбера саллаллаху алейхи один из категорий лицемеров, тот доверенный, кто нарушает обещание или доверенный аманат, но за рамки ислама уходит, это не куфр, не степень куфра. Это большой грех, но не куфр. Башлам, сахум хасни. Да, по истории желательно. Да, по истории динасу мацха. Сахум хазасу, маситаму ош хазасу, бакича причем. Ковчег марату двица. Бану начал разрушать мусульманский мир, мусульманские страны, города. Его военачальники начали роптать, почему он уничтожает мусульманские страны, Рейсбуш, Ишцун-Бул, он берет какую-то европейскую какую-то крепость на Ближнем Востоке, берет, уничтожает, напугал западный мир, в общем, и уходит. Да. Соболди, Бану Израиль буй цеда сакалена юбах ногчи маситам лош хэзи он. Да, сказал, да. С чего они это говорят? Вообще будет. Потому что у нас есть люди, которые живут, не буду я говорить, где они живут, говорят, что сейчас мус и пичуч лишь болдер. Вот поэтому и говорят. Ой, буквиш на худивайсан, да, маршал дуэльсан. ميشر عيات تعابوخ بوشوندويس عيات شاش وين просто сонох поймалтехина ват сонус поймалтехина убош камилш дашнах бухой да кудуйцер дуадел да ласнахик что ты Башлам ой санак васту тестюсер ват свичи озатерло Тунге сажикте что Дэвид на авоку что в годах метк боч до того что за 80 лет дез шкач гергохна цаашис техвар лауич эти там встречи дебан болчу они и жикте утига такой нагосту что азербайджанец ой сам يخيروش إذا وقتها استخدام شيء وزارة بزنس يدخل شوش رسولي وين يخيرس ناقصي ها ورجي وقته هنخشوا قولي نتيجة تولي да откуда ты узнал и нохче шундаха это تحلق ورتحان تيب دحج نخشي ويتي ألا отцул харси улш мшен свои обличные тамшин масел мажул шуказ из-за ногчи уйти алла я жукти я ажмах тан тайпа хаклуш доч отцул русы лукой шин что бо спол шуказ откуда ты узнала тебя по коже видно бар богши вы же наше 9-е колено.
И 9 колено, а с чего ты взял, что мы ваше 9 колено, альчи? Ну, поймар дырыш там. Хадис Волбоhez. Мы вот здесь были вот такими, вот здесь стали такими. Но сам факт, что мы с иудаизмом, шмуш говоря, сионисты. С сионистами мы тоже не имеем никакого отношения, но мы имеем 1/9 колено или бог все. Цунок башла, что с 9 мы не имеем отношения. А с 9 колено, он есть другой. Хаусиш Асамир Душан, эти байки ходят давно. Кстати, вот этот экономист, сейчас не помню, то ли Павлов, то ли Попов, какая-то фамилия, он заявил на телевидении РБК. Павлов, он экономический блогер, который заявил на телеканале РБК, это бизнес-канал, тот, кто не знает, заявил в прямом эфире и сказал, что якобы чеченцы являются вот этим коленом и являются белыми евреями Кавказа. Именно белыми евреями Кавказа. И озвучить его. Другие версии, которые даются, единственное, что нас может связывать, если бы не ДНК-проект, можно было бы сказать. Но единственное, почему могут связать, корень, вот есть мировая карта, ДНК-карта, которая показывает корни тех или иных гаплогрупп. Сохешуй? Хорошо. Вот. Есть мировая карта гаплогрупп. И эти гаплогруппы показываются на этой карте. Так вот, самые чистейшие чеченцы, которых мы называем, да, их корень и происхождение, то есть первый очаг появления, не компактное большое проживание места, является Йемен. Именно Йемен является. Это гаплогруппа J. Корень гаплогруппы J является Йемен. И они относятся, больше всего эта гаплогруппа относится к йеменским ашкенази. Я думаю, вам ашкенази объяснять не стоит, кто такие. Но самый долго древний есть откуда у аркелиев, самый ортодоксальный еврей, ашкеназиш. Ашкенази – это европейские евреи, которые приняли иудаизм. Это выходцы из Германии. Как раз такие, сионист, бубош, Боиш, да, это они. Вот, так вот, есть хасиды. هذا شغل لا أنا قاعد نقبل كنا قيت شك داتون ترمينولوجي شوية أحورنا وشو شو سكتجو لقحورنا وعملنا ده بسنات الشيء زنيس داتون أحين خاري ترى بسنات Все. Я думал, что все знают в этой теме. Все, смотрите. Йеменский ашкенази. Но вот эта тема, косвенное доказательство, что мы являемся якобы от евреев. Но когда в прямом эфире Клёсову задали вопрос, имеют ли чеченцы к евреям, поскольку у них J2, J1 гаплогруппа, он говорит, вообще никакое родство не имеет. Имеют ли чеченцы родственные отношения к арабам, Эллерсон? То есть и те, и другие являются непосредственно потомками Ибрахима. Вы знаете, да? И евреи являются, и арабы являются семитами. Имеем ли вообще наша гаплогруппа J, имеет ли отношение Альшена? Клёсов говорит нет. И это показывает мутации, СНИП мутации показывают, они не имеют ни к арабам, ни евреям никакого отношения. Это говорит о том, что мы не являемся никаким 9 коленом, и это только выдумки. Потому что по сути своей, если даже гаплогруппа не меняется, евреи никогда не были и не будут никакими воинами, в отличие от тех же чеченцев. Нет у них этой воинственности. Если бы мы произошли бы от них, у них должно было хоть что-то остаться от нас. Масла Бахасам. Или они по характеру, по существу, если мы говорим культура поведения хализарция.
Но этого у нас нет. У нас культурные различия, у нас ДНК различия. Акида дега просто-напросто, зная, поясняю вам, это политические моменты. Почему? Потому что на Кавказе проживают суннитские мусульмане. Мы знаем, что у нас есть конкретно, точнее, у нас по Уходу, суннитский мир враждует с еврейским миром. Мы это знаем. Ну, вот это смотрение в самолетах, в карбюраторах искали, когда из Израиля беженцев и так далее. То есть на подсознательном уровне мы знаем, что есть агрессия к еврейскому населению. Исходя из этого, чтобы на этом Кавказе чеченцы чувствовали себя дискомфортно и ущемленно, нас должны были отличить и каким-то образом обозвать. Допустим, норнийцы нас называют полукровками, смешанными с калмыками, с нагайцами и сюли. Они знают, что больше всего нас это задевает. Но они не знают, что даже в 18-19 веке, когда царский офицер, попавший в плен, описал ситуацию, как он был в чеченском плену, он говорит, чеченцы никогда в жизни не считают себя ровнее ни одного сюли и кого-либо из соседних живущих народов. А он был, кстати, как раз таки в плену у нахчмахкоевцев, то есть в части, восточной части. Он говорит, они с презрением относятся к сюле и считают их ниже себя, потому что они их считают, ну и так далее. Я не буду сейчас это трактовать, я боюсь, что люди могут это неправильно понять. Но эта книга есть. 100 дней в плену Юмасунцу название. 100 дней в плену Юшунцу название. Беляев, кажется, или Белов, кажется. Юшун. Я это опубликовал. Этот документ тоже есть. Я как раз таки говорю, чтобы очернить наш народ, войси создак, вой бяхда, нас могут назвать и евреями, и японцами, и китайцами, и кем угодно. Но надо дискредитировать самый большой народ Центрального Кавказа. Почему? Потому что когда они начинают набирать экономическую мощь, когда они начинают возрождать свои семейные ценности, когда они начинают возрождать свой патриотизм, многим от этого становится плохо. Потому что приходится то, что они украли, то, что они воровали, то, что они доносили, вот эти все моменты приходится нохчела адмала бошнул и дадак дизи под само собой ждеба деб диша деш дебах мы был некомфортно хулцет. Ой, бюхлди, что у нас должна быть наркомания, у нас должно быть доносительство, у нас должно быть проституция, у нас должно быть повальный алкоголизм, то есть все должны максимально деградировать. То есть по плану Збигнева Бзежинского, ну, тот, кто не в курсе, Алина Далласа, точнее, тот, кто не читал, можете прочитать план Алина Далласа, как развалить Советский Союз. Есть программка, брошюра, там по пунктам написано, что нужно сделать для того, чтобы уничтожить Советский Союз. То есть то же самое, только для чеченцев. Что нужно сделать нам, чтобы уничтожить чеченский народ, разложить его максимально и показать его в не лучшем свете. Вот что делают вот эти высказывания и специально направленная против нас пропаганда. И это делается целенаправленно. Мы не относимся ни к какому 9, 10, 15 колену. Мы нохчи, мы являемся прямыми потомками пророка Ноха, алейхиссалам. И в этом нет никакого сомнения, как говорят наши достойные старшие предки, поколения, наши деды, мы являемся потомками Ноха, алейхиссалам. Его сына Иофета, его сына Торшиса, Кавказуса, Дзурдзука и так далее и тому подобное. Ну уж точно не от какого Бану Исраиль или 9 колена, 10-го, без разницы какого колена. Можно добавить, потому что... Да, конечно, Шай. Эти разговоры, которые они ведут, ну, они просто не имеют никакого под собой основания. Давай с ближайшего времени и дальше вглубь истории уйдем. Откуда появились евреи вообще на Кавказе, в Закавказье? Во время разрушения Израиля Навуходоносором они были уведены в Вавилонский плен. И Навуходоносор расселил евреев, которых он увел в плен, по окраинам своей империи, которая доходила до Южного Кавказа, до туда, Персии, в любом случае. Вот эта вот территория. То есть они вот в это время к нам попали. Сами семиты, они по своему расовому происхождению имеют отношение к африканской расе.
а мы кавказская или европейская раса. Мы никаким образом не можем с ними иметь какие-то общие корни. Это по науке, если так это посмотреть. Это если они утверждают. В Коране сказано, и в других, в Торе сказано, что за их грехи они будут рассеяны по всему и потеряют. Там 12 колен их было, и они растерялись. Они растерялись, их уничтожили, Аллах их уничтожил. Это понятно, это все написано. Теперь то, что касается Ибрахима, алейхиссалям. Ибрахим не был семитом по своему происхождению. В то время и не было семитов вообще. Вообще не было вот такого понятия, как семит. Да, он был выходцем из Харана, города Ур, который находился на северо-западе Ирака. Он даже не был с тех краев. Поэтому то, что они пытаются... Айса, город Ур, чтобы было понятно остальным, это все потомство Урата, Хуритское, Урарское. Конечно. Это наше. Да, именно вот я тебе из отца его звали, Азар его звали. Он то, что Ближний, Средний Восток, Копты, Африка, мы не имеем к этому отношения. Вот ты именно в точку попал, ты вот об этом говоришь. Да. А к какому народу мы имеем отношение? С кем мы родственники? صبرني عيسى بشلامي ويتعول чайни ويجربات цена мелла, чтобы у них было понимание абсолютно в том, что мы говорим, чтобы у них был какой-то вопрос в понимании религии, в понимании национальности, в понимании нашего происхождения, муссугма шашин макачло дакачда Шимбичи, чтобы не было хукум Бог. А почему у нас такое было понимание Метикцабита? Абсолютно было, чтобы у всех все понимание, как у нас в истории, в религии и в нашем понимании, чтобы это было понимание абсолютно доступно. Чтобы было в понимании молодежи, قيتم بوشرق قيتم خلا أود بيجي وين جو بقاخر دوس لغريزة الحين الحين سجرقلنا دوت сам ما تقولش с кем мы родственники. Хажиш, дали тысячу, дайте я закончу, выжили. В истории, мировой истории, это зафиксированный факт, что Египет вел войну с хеттахуритами за мировое господство. Они встретились, эти две армии, этих двух государств, на территории современной Палестины. Шумкаш доиштала. Оцметти тасбелла, это несколько тысяч лет до нашей эры было. До Рождества Христова. Да, в это время о семитах, там, если они и были, то были где-то какие-то племена. Ни о какой государственности, ни о каком народе речи не было. Так как мы... И вот эта вот битва, она зафиксирована, на ничье разошлись, и каждый остался при своих интересах. И после этого там хеттахуриты, они погибла эта цивилизация. Мы имеем отношение к хуритам. Мы никак не имеем отношения к семитам. Это совершенно другая раса, другой народ, абсолютно не имеющий... Семиты-то есть на земле сейчас, они живут, а хуритов уже давно нет. Я говорю, на данный момент с кем мы имеем? На данный момент хуриты это и были наши давние потомки. Это... Да. Айса, Хазла, я тебе поясню. Анзор. Сегодняшний. Анзор, Хазла, Анзор. Непосредственно семиты сегодня есть
хуриты и урартийцы, потомки их есть, это как раз-таки европеоидная раса, которую мы называем кавказианами. Они и есть в основе своей чистокровный автохтонный народ. Это и есть потомки тех самых хуритов и урартийцев. Но ближе всего тот, кто сохранил язык этот древний, это являются как раз-таки нахчийские общества, те, которые были, есть и остаются по сегодняшний день. Про язык Ошундук, про язык, который говорят. Некоторые говорят, что это был арамейский язык. Вот они как раз-таки относятся к нам. Семитские языки, это относится, как говорится, и с точки зрения ислама. У пророка Нуха, алейхиссалам, было 3 сына. Был Хам, Сим и Афет. Так вот, Сим, сын Сим, от Сима пошли семитские племена. От Хама пошли непосредственно племена, это уже монголоидная раса. И Афет, вот как раз таки, да, и Афет это и есть кавказианская раса. К ним относятся и нохчи, относятся грузины, не все, к ним относятся и адыги, к ним относятся и лезгины, которые относятся к автохтонным народу. Вот это и есть его потомки. А от них уже дальше идет вниз и по мере распространения. И что? Сейчас было в начале, когда еще в советское время было только 3 расы. Была европеоидная, то есть кавказианская, правильно, это в Советском Союзе ввели, кавказианская убрали, сделали европеоидную. Была кавказианская, была монголоидная и была негроидная раса. Еще ввели еще одну, которая там называется океанический, Австралия, Цигар, Папуа, Швейцария, добавили еще 4-ю. Но всего было 3. От монголоидной это Шабешбут и Баркшбешбут, негроидная это все негры, арабы, семиты, само собой. И кавказианская это мы, вся Европа и Америка. И что? Поэтому называется мы потомки хурита, шумеров, хуритцев, урартийцев и вот так хадов. Это понятно, с Богом. На данный момент родственник был говорят об Яхшугах, Гергелнах было, обвиняется Бог, да, по крови. Да. Вся белая раса, европейцы, это и есть это кавказианская раса. Вот это от родственников. Не, есть, например, точно, например, арабы есть. Мы знаем, что евреи там с арабами, они родственники, есть там азиаты, есть славяне, есть, короче, черные. Есть и европейцы там, а у нас есть родственники вот такие в таком же формате. Европейцы это и есть белая раса, белые люди, которые и являются кавказской расой, потомками выходцев из Кавказа. Да не, это какой-то там вывел, короче, ты посчитал, что все там европейцы, белые люди, это типа, я не про это, что-то же общее должно быть там. В языковом формате, в культурном формате, что-то общее. Вот в таком формате. От хуритов и урартийцев на Кавказе это именно от хуритов и урартийцев. Это нохчи, это галга, это лезгины частично. Все, больше нету. Адыги относятся к хатам. Хатты ошбу. Хаты, они по соседству с хуритами были. Они к ним относятся. А к нашим относятся эти. Все. На Кавказе так. Если более обширно, то Иса говорит правильно. Это вся европейская, то есть белая раса считается, что это наша раса. Белая, то есть это не относится к ним никакие тюркские племена, никакие и так далее, тому подобное. И что ты говоришь? Басни сочиняют свои, так что это ерунда, это все. История и так знает, что это. До возникновения, еще обошла, я хочу заметить одну вещь. Шумерская цивилизация имеет 7000 лет. Официально, да? Чуть более 7000 лет. Это первая цивилизация на Земле, то есть зафиксирована. Никаких семитов, никаких евреев, никого до этого не было. Они значительно позже появились вообще на мировой истории. Цивилизация шумеров, она была, откуда она пришла, она это известно уже и всем. Так что
إيش الدنيا شو بقول أحداث ويخلق دو دقيقة دو بوخ بولش بوخ حقوش بيربشون كست самогатияш. Например, у меня вопрос. Например, Франция, это тоже считается французы белой расы, правильно? Да. Ну, если они считаются, белой расой, те же там немцы и так далее, Да. европейцы. Хорошо, по ДНК они у нас сходятся, мы родственники, если там ДНК-анализ По делать. ДНК они все исходят от общего древа с Кавказа. У них у всех показывают кавказское древо. Они все европейские народы считают своей прародиной, это в советское время, это все из-за нашего выселения, все скрывали. Они считают прародиной своей, это Кавказ. Они об этом всегда говорили, и научные круги об этом утверждают. Они все знают, что они произошли оттуда и расселились. Германские племена. Все европейские страны исходят от германских племенов, которые мигрировали с Восточной Европы туда под давлением гуннов. Все, чтобы тебе было его, чтобы было понятно. Все белые люди, все без исключения, немцы, французы, шотландцы, все без разницы, у всех корни с Кавказа. Изначально они и в Америке до сих пор вся белая раса называется кавказианской. Это только в 20 веке ее переиначили и начали называть европеоидной расой. Сталин, сволочь. Да. Но кто это? Это Хиллер, антрополог Хиллер, немецкий Хиллер, кто-то там исследовал и посчитал, что грузины, являются идеально белыми людьми. Нет, там, он не всех назвал. Да, он назвал Блюменбах, да. У нас понимание должно быть откуда. Когда был потоп. Когда был потоп, Всевышний Чок сказал: возьми две твари по паре. Ну, все знают, да. Да. Белое понимание белой расы откуда произошло? И где оно осело? Да, Башлам, низ боз. Бог, Башлам, Бог, да, твой. Откуда оно произошло? У нас где это понимание белой расы идет? Две пары по твари, две твари по паре Бог. Когда у нас было понимание, дух болчам, там будет, когда у нас это понимание придет, мы здесь начнем понимать, откуда у нас после потопа произошло такое население. Начинается оно от одного африканского континента, там темнокожие и так далее и тому подобное. Да, это зависит от того, где после потопа, смотрите, для начала, что бы кто ни говорил, ковчег Ноя осел на Кавказе, на Кавказских горах. Нигде либо другой. Кавказ, Большой Кавказ еще, общий. Будь это у нас Чеберлой, будь оно на Арарате, без разницы. Этот корабль пришел к горам, уткнулся в горы, и в Коране это написано, он сел в горах, то есть на Кавказе. На тот период здесь есть единственный спор в двух версиях. Первая версия, что с Ноем были, кроме его семьи, были уверовавшие, но Всевышний Аллах лишил их потомства, то есть они не размножались, и только Ной и его дети размножались. После того, как вода начала сходиться, они разошлись в 3 стороны. Иафет остался в Кавказских горах. Вот как раз-таки Анзор Авичул Блюменбах в 19 веке, который сказал, идеальная арийская кавказианская раса ЛГ, грузин, он имеет в виду не всю грузинскую нацию, как ты понимаешь сегодня, там цигам, до лазы от Турции, там другие от других хабяхтин. Он имеет в виду только грузин, чистых грузин, там сейчас сборная ЮЦЕР, как в Дагестане, по сути своей, он даже в этой пнишдуца, там гюржи бушаш буш. И да, твой бушик. Но суть в чем? Ушли, и Иафет остался в горах Кавказа.
и Нахичеване, и Кедайолу, Йорчиюна, Сючек, осел там Арцах, и не Арцах, Нахичеван, Нохбайхнова. С отцом вместе остался здесь. Отец Нох, алейхиссалам, остался в области, которую мы сегодня ныне называем Карабах и озеро Ван, это область Осетии-Нацу. Там же недалеко сейчас, и Айса об этом, думаю, знает, есть официальное, не могу сказать достоверное, но официальное место захоронения пророка Ноха, алейхиссалам. И село, в котором жил сам Нох, они, азербайджанцы, говорят, что это есть. Нохи, Да, город Нохи, да. у Толстого он описан, это даже место. Они его сейчас специально переименовали, азербайджанцы, чтобы затерять это все. Вот, это место есть. Иофет остался здесь. Все потомки Иофета, поскольку они проживают в высокогорье, на протяжении, вот как происходит мутация в ДНК, на протяжении долгого времени тот, кто живет в горах, у него происходит мутация. У них становится чуть больше носы. И Чтобы кислород затягивал сильнее. Абсолютно верно. Всевышний Аллах специально в виде трансформации, чтобы кислорода в горах всегда мало, чтобы больше кислорода хватало легким, обогащение легким. Все кавказцы поэтому считаются дахкемерваштешбуй, сразу говорят с Кавказа. Монголоидная раса, который ушел один из сын Ноха, через определенное время у них начали быть тонкие глаза, сплюснутые, будто баркшхалар. Почему? Потому что там степи и вечно дуют ветра, и чтобы глаза защитить от пыли, у них сузились глаза. И, само собой, оттенок кожи желтоватый. Ну, тот, кто был в Азии, знает, о чем я говорю. Негроидная раса, они поселились в области Африки. Там, где экватор, там, где прямое попадание солнечных лучей, там, где кожа, чтобы люди все не вымерли, его потомки, у них кожа начала меняться, пигментация. То есть они при любой кавказианской расе, если пойдет и не будет защищать себя определенными кремом или одеждой, у них может возникнуть меланома и могут умереть от прямого попадания солнца. Сундера, Всевышний Аллах на протяжении определенного времени их сделал черными. И они спокойно воспринимают солнце, и там меньше всего заболеваний, онкозаболеваний, которые называются меланома и так далее. Прямое всегда на экваторе, всегда жарко. Потому что и всех на каждой местности он определил по-своему, чтобы было от 3 сыновей 3 расы. Нам же относятся именно викинги, называйте, французы, немцы. Все они отсюда ушли с Кавказа и осели уже там. Если вы говорите об непосредственно этнической принадлежности, если он посмотрит, конечно же, среди нашхой есть ДНК гаплогруппа Т. Чтобы было понятно, он чистокровный нашховый, но у него гаплогруппа Т. И 5000 лет тому назад показывают, что его близкие родственники – это викинги. То есть или он должен прийти со Скандинавии и поселиться у нас в Нашхе и жить, или они отсюда туда ушли. Тут уже думай сам, какая версия наиболее вероятная. Потому что мы знаем, что ковчег в любом случае был у Кавказских гор, значит, все расселение отсюда, с Кавказа, пошло по остальному миру. По мере уже отхода воды, когда оно ушло в океаны и в моря. И штука ситуация. Это проще, это логически. Надо доказать. Да. И с точки зрения религии, и с точки зрения истории это показывает. Единственный спор, о чем идет, был ли Авраам или Ибрахим, алейхиссалам, который мы говорим, жукты, само собой, приписывают его к себе, они и Ноя приписывают себе, но когда был Ной, какие евреи, о чем речь, вообще не было даже понимания, семитов не было даже, не было расы такой негроидной, расы не было, потому что Нох, алейхиссалам, это 4-й пророк. Вот об этом речь идет. Мы не говорим, что другие народы не могут называть себя детьми Ноя, могут. Однако мы сохранили это название Нохчи, через Ноа. Башлам, просто пророческая линия идет только от Эфета. Она не идет от африканской или монголоидной расы. Вот о чем идет речь. Они пытаются, а сами евреи, настоящие чистые евреи, они темнокожие.
они смуглые, они потом уже мутировались и в белых перемешались. Мне рассказывали африканцы, евреи, которые настоящие, чистые, живут в Африке, они как африканцы, черные. И это не секрет. Поэтому израильские евреи, их оттуда, вот эти сионисты, они их оттуда выжили, они их уничтожали, они ненавидят их, потому что они шаш гучбер болден, хлык беш будешь, ихкин дабиган ма будешь царишь в Африке. Такая вот ситуация, поэтому тут все понятно. И Ладно, больше чеченский и Крымские ханства, Анохчан, Телетает, Омалар, Сумалят. Ты о сражении, которое у нас было, в Хангарском сражении? Да. Из-за чего это все было? Ну, смотри, вкратце, если рассказать, у нас осталось не так много времени, 5 минут, я так уже и перерасходовал. Смотри, вкратце, они шли на подмогу, шли в Дагестан, и, само собой, по пути все, кто не подвольный, тот, кто не подчинялся, уничтожая, они шли на подмогу в Дагестан. А точнее сказать, многие говорят, что кумыкам на подмогу они шли. Дагестанским племенам Элдуцига. И когда они остановились в урочище, вот как раз-таки в пригородный Сюлькуэрт-Велметтигери, там дороги не было. Я сразу говорю, правая сторона Сунжи была заросшая. Но они и были общество и племена. И когда они попросили на ставку, когда остановились, они попросили уставших лошадей заменить, и чтобы развлечь крымского хана, Каплан-Гирея, тоже был такой крымский хан Каплан-Гирей, у нас Каплану Варихасу. Да, Каплан-Гирей. Каплану. Вот этот Каплан попросил, чтобы ему пригнали лошадей, и пригнали, чтобы он мог развлечься в гарем местных женщин. Само собой... И точно, что документально подтверждено. Да, это есть, документально заверено, есть, это сражение указано. Были даже башни, но царская Россия уничтожила их. Вот смотри дальше. Они попросили, но вот насчет ответа все будет, когда нас не будет. Насколько это достоверно, я тебе сказать не могу. Было ли это так, но, по крайней мере, оно подходит. И, само собой, пошло сражение. Начали сражаться. Они перешли через Сунжу и направились в это ущелье. Их войско было 15 тысяч. 15 тысяч. Не как сегодня, нет, что вариант, что там. И, само собой, они направились туда. Эти 5 тысяч были уничтожены таким зверским образом, что от них не осталось ни раненых, никого. Он направил, само собой, там говорится, что потери были большими. У чеченцев тоже были потери, но не такие большие, как у них. 1500 Элдуцига после первого нападения, что Нохчище 1500 война, раненые, имеется в виду, раненые и убитые. А Церя 5000 уничтожил. Он отправил вторую делегацию. Вторая делегация была половина уничтожена, половина раненые, вернулись. Каплан-Гирей отправил местного своего представителя и позвал Шамхала Тарковского, не Тарковского, Шамхал Тарковский, был у нас здесь такой местный князек временный, Турлов. Отправили к нему, что его зовет Каплан-Гирей. Он приехал. И по словам он говорит, что ты являешься мы являемся одной крови, являемся одним народом, ты должен нам предоставить лошадей, чтобы мы могли уничтожить и воинов, чтобы мы могли уничтожить местных местные племена, которые противятся нам. А он был в то время чеченил Анзор, местность, Аргуны, Чечены, Беркел. Вот, эта область когда-то называлась, Чечен-Тала назывался на эта область. Эти местности Улани и Мухул-Альча, Гикалу, пригорный Сюлькуэртана, Тияш Улани, Халбюш Молняк, Бас Тияш Шубош Молняк. Что делает
зная чеченский нрав, уже гылк что хузаха, он что делает? Он не помогает, он наоборот направляет воин шбагайтин алдацу, он отправляет чеченцам бахцу в тыл гоурш яхуйцу нохчишан, поддержка. Нохчишан годохцу цан гоцадеш. Направив третий раз направить инчхена, чеченцы окончательно добивают, и Каплан-Гирей дальше не в силах был идти кому-либо на поддержку, он, развернувшись, уходит отсюда. И это сражение остается, победа остается за чеченцами. И в честь этой победы на двух сюлькуэрт бюхахи, пригородный Йолиберт или пригородный Юкабуллами, Эчинметте Хашибау Юбарин. Ханкальское сражение, название сражения. Иши агас бяхкиншхена, иши бау юхина. В честь этой победы и нюбари шибау. Это зафиксированы у российских генералов даже есть зафиксированы эти документы. Это не выдумка и не сказки. И хилдолхум и дохум красидич. И я вот читал, что Каплан-Гирей шел с 80-тысячной армией, и он вот в Ханкальском сражении потерял вот эту свою армию и ушел, короче говоря. Да, я единственное, что там всегда у каждого бывают цифрами разнятся до. Кто-то говорит 15 тысяч, возможно, 15 тысяч потерял, 80 тысяч, это что цатешун, Айса, я могу тебе пояснить, потому что для того периода 80-тысячная армия, чтобы было понятно, потому что даже у имама Шамиля в самое крутое время, в пик его могущества, армия имама Шамиля достигала 14 тысяч человек. Унаха и Сунаха по документам. Нет, я говорю, у Каплан-Гирея была такая армия. Я тебе поясняю. На самом деле у Крымского ханства на тот период не было такой армии. Из 100 тысяч или 80 тысяч не было такой мощи. Он взял определенное количество и пошел. Но сколько их было, я не знаю. Может 80 было, может 15. Но я знаю, что больше половины уничтожено. Дальше пойти он своими силами не смог, развернулся и ушел от Албуцика. Ну, если у 15 тысяч у его воинов уничтожено, значит, их все равно было больше 15 тысяч у него. Да, я Сундербах, то ли их уничтожено было 15 тысяч, то ли их всего было, но больше половины, четверть осталось, остальные ночи уничтожили. Были потери, у нас, говорят, до 3,5 тысячи воевинаца. Но что было хорошо, и они говорят, в чем была, как говорится, выгода чеченцев. Они воевали в лесу, не на открытой местности, а это была их привилегия. То есть они, это крымские татары, они все это кочевники, это кочевые племена. Они привыкли воевать на ходу по степям Шайпаргат, а здесь не было, здесь были леса. Из-за этого, само собой, наши загнали в это устье и уничтожили. Ищет ситуацию. Анзор. Достоверно Кирч то, что он доне. Никакой выдумки, никакой сказки. Количество может разниться, а так события было, башни были. Это зафиксировали еще в 18 или в 19 веке зафиксированы доны. То есть это не сейчас, не в 20 веке, когда ситуация. Насарнафил. Вежливо воистин цапхибину отбеят, что на аш интердолсон, но сегодня мы, конечно, убада садиской, эльче бесполезно. Это, ну, я с прошлого раза. Из-за прошлый раз мы смогли до 7 утра дормать, АМГ как раз но это нужно заранее мне готовить площадку. Я просто вчера 4 часа провел в Инстаграме и в Ютубе. Все это зависит от, как говорится, нашей работы, положения кожи. Цундера, да, а мы каждую пятницу, субботу, воскресенье делаем эфиры. Вчера я сделал в прямом эфире в Ютубе и в Инстаграме. Сегодня наш биноевский брат задонатил, и я смог сделать, ну, по крайней мере, я рассчитывал на час, но мы
протянули уже сколько мы? 2 часа, да? Идем. 2 часа. 3 часа вечер эфир. Нет, час ночи будет. Башлам, وتنوشوا إذا تسنوشن ها إراوي يوداقا بوي أتنا حوش دولة هور بيع إفير جوا أسرع إفير يشو تيجا دوغر إزداتا استعبد تاريز ووش فلاتر لتيجا مكالو صعب واس إفير يشوصل إيفير ساند لوتشوصل تشوح إفير ميلو حوشو شوالية حوشو لدوغية أصدقائي قردوش لوز سرع إيشي اور Керенчу асад билгал дахкан еш. Пятница, суббота, воскресенье. Эскадина. Ой, массу площадки читаю. Ой, хинц вечер эфир. В данный момент YouTube чаю эфир. То есть нас сейчас слушают и в YouTube идет. Чтобы было понятно, все, что мы говорим, это мы не говорим чисто собраться, поболтать, по истории, чисто даум-дочь, мы все оставляем на будущее. Что у нас правильное мышление. Мы занимаемся своей историей, своей родиной, говорим о своих обычаях, традициях, географии, так, как ее слышали мы, так, как ее изучаем мы. Поэтому я задействовал, у нас все платформы задействованы бывают. TikTok, Instagram, кроме Одноклассников. Везде, я не веду, по крайней мере, Одноклассников. Везде мы максимально все эти записи, если шу, публично стоязи, хидек садизи алхиечвига, юга кан эча содавах кару юкир давах тишхири ашун везде. Хара вай политики лилу в паблике, хара вай комана история, на адат, на нохчел адмал, тайп тукамуат ихум дючил паблик юшун. Сундер остальные моменты, когда мы немножко заходим за грань и начинают, бывает, некоторые тут пытаются умничать и начинают говорить, а являемся ли мы государством или хал эфиря. Хотя речь идет о истории, являемся ли мы государством, есть ли у нас государственный язык, и хуман этна остан жуак луша, этсуман жуак луша, асоциал эфиря, хай она нохчи матайл конституции, гаски матайл конституции, даяша. Нохчичу является государством, первым пунктом государства в государстве алязин душу. Цхана субъект Российской Федерации, ибо онш, ячун, яхилла ячун, цхачун, по крайней мере. Муатта государственный язык. Тот, кто не знает чеченский, это русский. Тот, кто знает чеченский, может спокойно любой документ написать на чеченском языке. Язин, заявление хулили, ких чудалар хулили, низ грамотно язаден чудельче и чуиец еще ж ца государственный орган нохчичу аяц. Танештина хума дукабеш вахоши о пачхалхи хари вожи олед абюло дукдаш. Именно вейсенбеш ошал бятлош ни сумантя. Нейсуантя, дикумантя, исторец, адец, вой нохчел, вой дац андой, шадик жим данистор душу. Танештина герци, киечуманци, вахи, нахалц бахарци, нислуштал хари, дал кайлдохштега, вой нахал дакиш, я цундер, вой истории бога, вой дейш лели нега, динсталах из, матсталах из, исторistалах, мяла и олдуния на дагоча, وي نقشل داك بوشة وي حين تحين أخدو داك خايشة وي نيسلوش وي دادو يالخي كيجر خواشن مرز دوي وي أصلا يالخل أسباقات شيش ساي Ибраиму статистики хаятина просмотров уже 8 миллионов 700 тысяч, 777 тысяч дарки буквально неделю тому назад. И с учетом вот это все только по нашей истории. И с Богу, и вой истории алсам, вой мялюца, вой юкахаитин, вой питачокя, вой тоба юкахаитин, адючац, вой, и вой масана в дуне это обочан дахаита, и даютчу хаит. Именно духар вой нохчишан, цах ара ашпоча, так гаскишан войн и хаит, вой и даязин дуй хаит, вой хайкал дуй, вой кварт буй хаит.
وي عودوش داتس كوارت بوش داتس كوارت بوخ مو ببيس خوشتو سوندير ديكومنت اغيرت دوقوي دارو نقطة جريمة Андрей, بشلون ها